Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовский блок новостей», «Эхо Мордовии», летние новости из нашей жизни будет комментировать Владимир Кузьмич Абрамов, доктор исторических наук, профессор, основатель научной школы истории и культуры Мордовии и мордовского народа, научный руководитель 8 кандидатов наук. У нас девиз Петр Николаевич Тултаев придумал: пока мы будем безучастными, мало что изменится. Будем сегодня комментировать новости летние, и все их будем рассматривать сквозь призму того, как они влияют на высокий уровень раковых заболеваний и смертей у нас в республике. Вот Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения подсчитало, что в 2018 году Россия на втором месте в мире после Китая по числу онкологических смертей на 100 тысяч населения. А Минздрав России сообщил, что по итогам прошлого года Мордовия на втором месте после Курской области. Потом подробнее мы расскажем. Вот за прошлый год Шерсть Табитова, заведующая отделением онкодиспансера, сообщила, в прошлом году 1380 человек в Мордовии умерло от новообразований. Потом подробнее расскажем. Как вам кажется, вот какие главные причины? Я не медик, Да. поэтому я могу судить об этом только как обыватель. Ну, в основе всех любых заболеваний лежат, как известно, две вещи. Ну, это первое — снижение иммунитета в результате неблагоприятных условий, жизненных условий. Вот. Ну и какие-то внешние воздействия, которые провоцируют эти заболевания. То, что уровень жизни в Мордовии не самый высокий, я думаю, вы это знаете, многие знают, и это, видимо, каким-то образом сказывается. Питание, характер питания, видимо, морально-психологическая обстановка, все это сказывается на снижении иммунитета. А что же касается внешних воздействий, ну, я не знаю, тут нельзя сказать, что в Мордовии так уж сильно развита промышленность, которая загрязняла окружающую среду, скажем, химическая промышленность или нет. Единственное, что, на что можно, так сказать, посмотреть и покивать, это расположенный недалеко сравнительно Саров с его ядерными исследованиями и соответствующими захоронениями в Мордовском заповеднике, которые могут влиять на это. Я давно уже разговаривал с одним врачом, который удивлялся. Почему-то уровень раковых заболеваний в Темяковском районе выше, чем в Кисловодском. Хотя, казалось бы, в Темяковском районе значительно лучшие природные условия. Лес, свежий воздух и все такое. Вот. Но там как раз вот в этом заповеднике-то и находится этот самый Саров. Саров 30 километров от Темникова. Да, и находится он как раз в Мордовском заповеднике. Часть его перерезали, то есть отрезали и административно передали под управление Нижегородской администрации, но он продолжает оставаться в основной своей массе на территории Мордовии, которую законодательно, подчеркиваю, через Верховный Совет РСФСР никто не менял. То есть юридически это территория Мордовии, но просто так силовым методом она передана под управление Нижегородской организации, везде пишут Саров, Нижегородской области и так далее. Но страдаем-то от этого прежде всего мы. Вот что я могу предположить. И вот вроде бы даже говорят, что сам заповедник возник только потому, чтобы спрятать от иностранных разведок вот этот запретный... Нет? По-моему, нет. По-моему, он был создан раньше, заповедник, а передан под эти все испытания и работы, насколько мне после вот войны так уже. вот, да, на взлет сразу я вспоминаю, это в 1947 году по распоряжению, секретному распоряжению руководства страны, и возглавлял эти работы Лаврентий Павлович Берия. Так что, а сам заповедник возник раньше, да, в 30-е годы. И вот чтобы вообще принимать правильные решения в области медицины, у нас должна быть правильная, честная статистика. А вот у нас информационный повод. 19 июля столица обратила внимание на статистику прокуратуры, что в МВД 4500 за год искажений сведений. И эксперты говорят, что и в медицине очень много сведений по онкозаболеваемости фальсифицируется. И число умирающих больше, чем число зарегистрированных. И на ранней стадии завышают число выявленных. Выявляют на третьей стадии, пишут, что на более ранней стадии, и другие виды фальсификации. Как вы считаете, насколько это важно?
Ну, сама газета «Столица С», она тоже не брезгует фальсификациями, как известно. И я это испытал, когда написали эту статейку, совершенно гнусную, профессор Абрамов туфту гонит, которая, она была основана на клевете, на оскорблениях. И затем я пытался ответить через газеты Мордовии. Ни одна газета не взяла мой материал, ответ, все струсили, пришлось обращаться в суд, и суд поставил, в общем-то, точку в этом деле. Объявив, что эта статья оскорбительная, носит клеветнический характер, не соответствует действительности, и мне господин Холопов выплатил штраф и оплатил судебные издержки. Поэтому я комментировать сведения «Столицы С» не буду. Бог с ним. А вообще в области медицины эксперты медицинские, московские, петербургские, описывают, что очень большая часть статистики онкологической это или с потолка, или фальсифицируют, чтобы им премии врачам платили, чтобы ежегодно говорить, как у нас хорошо улучшается ситуация с заболеваемостью. А насколько важно привести это вот к истине? Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что я этим вопросом не занимался. То, что у нас статистика, еще Дизраэль в свое время говорил, есть ложь, есть гнусная ложь и есть статистика, вот, направленная в нужном направлении. Извините за тавтологию. Но я занимался статистикой, да, в том числе статистикой, да, в Мордовии. Я знаю, что она насквозь фальсифицирована по социально-экономическим показателям вот, советского Например, времени. каким показателям? Показателям по продолжительности жизни, раз. В основном по экономическим достижениям, два. По проценту роста валового продукта, 3. По потреблению мяса там и прочее, 4. Причем это я видел живьем, потому что я это изучал, я видел, что она не соответствует действительности. И, кстати, на этой статистике базируется вся наша историческая наука местная. Потому что они пользуются официальной статистикой, а вот как копнешь поглубже, в архивы сунешься и видишь, что это не так. Значит, все это выполнение пятилеток – это ложь на фальсификации, да? Ну, не всех. Дело в том, что в пятилетке тоже были большие достижения. Ну, например, первая пятилетка, там были решены задачи очень серьезного плана. Россия вышла действительно на второе место в мире по общему объему промышленного производства. Вот. На первое место в мире по производству оружия. Но, конечно, пятилетка не была завершена в 4 года. Вот это уже неправда. Давайте теперь это, чтобы не только власть критиковать, у нас есть пункт специальный, чтобы похвалить. Вот я считаю, по тому, как власть реагирует на загрязнение водных объектов, вот высокую оценку можно поставить. Была массовая гибель рыбы в Саранке, доказали, что это Саранск-горводоканал, и ржавая вода тоже по ее вине. Вот Тултаев поставил своего заместителя руководителем Саранск-горводоканала. То есть такая кадровая ответственность. Дальше расчистили Саранку, запустили Мальков, обновили воду, забетонировали канализационные трубы в Саранку. И еще одна по поводу водных объектов. Была новость у нас в прошлый раз, что около предприятия Тепличной в пруду тоже. Да, мы говорили. Да. И выяснилось, действительно, пестициды обнаружены в той рыбе. Значит, вот если хотят, могут ведь принимать правильное решение. И дай бог в дальнейшем, чтобы они принимали такие меры. Это нужно только приветствовать. Вот один из важных факторов – это обеспеченность лекарствами. 22 июня, 26 июня были выявлены прокуратурой нарушения в Краснослободской аптеке и в Дубенской больнице по поводу режима хранения, снабжения льготных категорий. Как вам кажется, естественно, у нас все вопросы будут такие, на которые должны отвечать специалисты, но так как специалисты молчат, видя вот эту онкологическую эпидемию, это же должны, у нас сколько тысяч врачей, они должны говорить, мы их не слышим, потому что они боятся потерять свою должность. Да, и поэтому да. Пусть идет по инерции в области деградации, а мы будем молчать. Поэтому приходится нам дилетантов Особенно обсуждать. этот вопрос сложный в Мордовии, где очень мало рабочих мест, и люди держатся за свое место, Да. и при этом иногда часто наступают, как это говорится, на горло даже собственные песни. Вынуждены молчать, потому что если они где-то что-то будут говорить, то сразу вышестоящие инстанции примут меры.
Поэтому народ у нас в значительной мере просто запуган. Это совершенно очевидно, все понятно. Вот поэтому у меня такие Что дилетантские касается вот лекарств, ну это и в центральной прессе было, и по телевидению уже говорили, что существует несколько методов. Во-первых, один метод – это очень большие надбавки на лекарства. Второй способ – это существуют отечественные лекарства, которые не уступают зарубежным, но они дешевле, и поэтому их прячут, продают более дорогие зарубежные лекарства. Все это есть, и все это было, как говорится, и в центральной прессе, и по телевидению об этом говорили. Здесь я знаю только то, что знают все остальные. Вот. А что касается Краснослободского района, у меня таких сведений конкретных нет. Но если они встречаются по всей России, то почему они не могут встречаться в Краснослободском районе? Вот такая теперь тема. По поводу запрещенных веществ. У нас был чемпионат мира в 2013 году. 2 бегуна из Мордовии, призовое место. В феврале 2014 Олимпиада зимняя. И там сейчас международные органы обвиняют, что было и сокрытие. И из России руководитель РУСАДы, российского агентства, сбежал с заместителем Родченков. И потом дал признательные показания, что он скрывал 1500 положительных проб. И потому он дал признательные показания весной, потому что в феврале за 2 недели были отравлены 2 руководителя российского антидопингового агентства. Якобы они отравились случайно за 2 недели. И чтобы ему то же самое не заткнули рот, они, видимо, дали признательные показания и теперь будут до конца жизни скрываться. А у меня вопрос такой. И уже новый зам руководителя РУСАДы пишет в интервью в этом году, что весной 2018 года мне позвонил бывший министр спорта Мордовии Киреев и прямым текстом сказал: «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» Это когда она просила мордовских спортсменов выходить к международным экспертам, давать пробы. Вопрос такой: если у нас общество спокойно относится к фальсификации международных соревнований и применению допинга, если общество спокойно относится к тому, что мы травим руководителей бюджетных организаций, чтобы они не проболтались, то почему у нас ежегодно сотни людей, онкобольных, вешаются, стреляются, там генералы, МВД, армии, сильные люди, потому что не могут выносить боль, потому что запрещены многие виды обезболивающих, которые разрешены в мире. И не стоит ли их разрешить? Так, у вас вопрос очень многогранный, и ответить однозначно на него практически невозможно, по крайней мере для меня. На чем остановиться? Прежде всего, от чего кончают жизнь самоубийством, в том числе генералы, тут, я думаю, отвечать бесполезно, потому что, однозначно бесполезно, потому что причины разные у людей бывают. А они в записках пишут, что боль не могу эту испытывать больше. Не все пишут. Не все. Кто-то написал так, кто-то по-другому, поэтому я этой темы просто не буду касаться. Теперь что насчет Родченкова, да? Но то, что с допингами компания приобрела мировой масштаб, это вы знаете. Мордовия тоже очень пострадала из-за этого. У нас были прекрасные бегуны. Я уже неоднократно говорил, что физический тип мордовский, он просто великолепен, который сложился здесь. Поэтому много выдающихся спортсменов, именно мордвинов, которые достигали лучших высот в мировом спорте. И я думаю, они бы продолжали при нормальной тренировке, нормальном тренировочном процессе, продолжали бы завоевывать эти места без всякого допинга. Здесь, видимо, следует сказать о том, что спорт у нас очень политизирован. И из спорта сделали чуть ли не главный фактор достижений и демонстрации преимущества, как раньше говорили, социалистического строя, теперь просто России. И поэтому вы обратите внимание, чемпионы мира, Олимпийских игр, они приезжают, им дарят дорогие машины, сразу квартиры вокруг. А ведь это, по сути, молодые ребята, часто из сельской местности, он только появился где-то из села. И для него решить сразу эту проблему, и квартиру, и машину, и славу, и все прочее, у многих кружится голова. И многие поэтому идут, в том числе на применение допинга, даже в ущерб собственному здоровью. Но это тут виноваты и сами спортсмены, конечно, и тренеры, их вину нельзя снимать, но и сама эта обстановка вокруг спорта. Вы когда-нибудь видели, чтобы, например, победители Олимпиад,
скажем так, по математике, по химии, а ведь у нас есть такие победители. И они приезжали и встречали, значит, в аэропорту, и сразу им давали ключи от машины, ключи от квартиры, да ничего подобного. И трансляцию их соревнований по Первому каналу. Вот именно, да. Это уже никогда не было. Хотя это же наука, именно наука движет вперед государство, общество и развитие, осуществляет, так сказать, дает основу для развития, а не спорт. Спорт это немножко, может быть, физическая культура массовая, это да. А вот спорт, спортивные достижения, когда выжимают из человека все, а потом выбрасывают этого человека. Многие спортсмены, которые в молодости были окружены славой и деньгами, а потом проходит год-два и все. И очень многие люди ломаются в этом смысле. Я думаю, в нашей стране надо изменить отношение к спорту, именно со стороны руководства страны. Потому что вот такое отношение провоцирует людей на это. Это что касается допинга. А насчет того, что зачем спасать от наркомании тех, кто умирает через несколько дней? Почему бы им не дать уменьшить их боль? Любыми созданными человечеством средствами. Я не знаю, это вы имеете в виду эвтаназию, да? Нет, и те препараты, которые сегодня подпадают под закон о наркотиках и так далее. Естественно, мы ни к чему не призываем, просто вот если в мире пользуются даже запрещенными химическими способами, чтобы уменьшить боль, почему бы нам не брать примеры? Трудно сказать. Это опять-таки нужно обращаться, как говорится, к высшим чинам в медицине. Вот почему это так не делается. Может быть, средств, как всегда, не хватает, может быть, еще что-нибудь. Нет, они запрещены в России. Они в мире есть, а у нас запрещены, потому что это наркотик. А человек, который умирает, нельзя его сажать на наркотики. Да, раньше ведь основным средством смягчения боли это был морфий. То есть это наркотик. Тут мне трудно сказать. Но в отношении наркотиков, что я хочу сказать, у нас ведь очень часто кидаются из одной крайности в другую в нашей стране. Если кто-то дал указание запретить там наркотики, начинают все запрещать, в том числе там, значит, даже таблетки, где немножко есть наркотики. Хотя я опять-таки хочу сказать, никого никуда не призываю, но мы знаем, что есть многие общества, страны, где тысячелетиями применяли. Если вот взять тот же самый Китай, там элита всегда, опиум для элиты, для народа, так сказать, это у них было очень распространенное явление. Они применяли. Если взять, например, страны Латинской Америки, тоже Боливию, то кокаин там это, в общем-то, даже президент у них всенародно жует листья коки и говорит, а это наша культура, куда же мы без этого денемся. В Египте, опять-таки, в Древнем Египте тысячелетиями тоже применяли эти препараты. В принципе, самый страшный наркотик, ведь никотин тоже наркотик. А самый страшный наркотик это алкоголь, спирт. Почему у нас его не запрещают? Запрещали, но не получилось. И не только у нас запрещали, и в Соединенных Штатах запрещали, в других странах ничего не получилось. Почему? Да по той простой причине, что раз человечество изобрело алкоголь, значит, он для чего-то нужен. Я уже как историк рассуждаю. Другое дело, чтобы это был качественный алкоголь, а не фанфурики. Вот у нас фанфурики вот повышают цену на алкоголь и говорят, вот сейчас, да, люди будут меньше пить. Не будут. Они что будут делать? Менее качественный. Они будут переключаться на более дешевый, менее качественный алкоголь. Они будут пить не, скажем, водку хорошего качества, из спирта альфа там, и прочее. Они будут пить фанфурик, а это что такое? Денатурат натуральный. Будут гробить свое здоровье. Поэтому надо очень осторожно к таким вещам подходить. Не всегда осторожно подходят наши и думцы, и прочее. Еще один фактор – это снабженность, обеспеченность врачами и медицинскими учреждениями. Вот у нас Минздрав России сообщил, что в 2018 году Мордовия в Приволжском федеральном округе на первом месте по обеспеченности врачами, то есть в этом плюс. А еще деньги нам выделили до 2021 года. Новое здание поликлиники, онкодиспансера построят, и 4 первичных центра амбулаторной онкологической помощи. Как вам кажется, снабженность врачами и медицинскими учреждениями? Если пишут, что Мордовия на первом месте по врачам, у меня нет оснований не верить этим заявлениям. А может, надо еще больше?
Что касается выделения денег на онкоцентр, то это как раз связано с тем, что в Мордовии очень высокий процент онкологических заболеваний. Они смотрят по статистике, где самые высокие, там туда выделяют деньги. Вот. Но опять-таки я хочу сказать, что здоровье человека в конце концов определяется не врачами, а его уровнем жизни, его собственным отношением к собственному здоровью. И врачи, они помогают этому процессу, но не определяют его. Вот это я бы хотел сказать. Потому что мы знаем, очень многие долгожители, и у нас в Мордовии, кстати, на Кавказе, они вообще живут по 100 лет и больше, они никогда не обращались ни к каким врачам. Просто вели нормальный образ жизни. Вот. У меня такое предложение, которое я вас попрошу прокомментировать. Мне кажется, что вот граждане должны предлагать своих кандидатов на руководящие должности. И вот прошу вас прокомментировать. Мне кажется, министром здравоохранения наилучшим был бы человек, которым мы через десятилетия будем ставить памятники, называть его именем учреждения и улицы. Это создатель самой многочисленной за всю историю Мордовии научной школы. У него около 200 докторов и кандидатов медицинских наук. Алексей Петрович Власов. Завкафедрой, доктор. Так, из Мордовии Власов, мне очень стыдно признаться в этом. Я, в общем-то, не слышал. Это не ваша вина, таких пропагандировать надо, он же в другой области. Я не слышал. Из крупных ученых, именно медиков, я знаю, это основатель ожогового центра в Нижнем Новгороде, Антясов, который из Мордовии уехал, здесь он не смог развернуться. Атясов, да? Атясов, да. Это его ученик как раз. Власов, да? Да. Ну что ж, достойный учитель, он достойный ученик. Его приводит в пример, как своего учителя. Мне трудно сказать, был ли министром здравоохранения. Дело в том, что ученый медик, просто врач, он не всегда может быть хорошим министром, потому что министр, прежде всего, административная должность. Там, без сомнения, должен быть специалист, без сомнения, должен быть умный человек. Но там административная должность, и эта должность, эта суета административная, она может просто хорошему врачу помешать заниматься его непосредственным делом, лечить людей. Поэтому я не знаю, как ответить на этот вопрос. А то, что хорошим, выдающимся деятелям надо ставить памятники, с этим я полностью согласен. Причем, я бы хотел добавить, надо своих ценить. Кто здесь, в Саранске, в Мордовии. А то у нас их не ценят. А какой-то заезжий варяг пришел, и вокруг него начинает трепетно бегать, понимаете, суетиться и так далее, и так далее, и так далее. Это очень не самоуважение, оно очень неприятно. То есть люди себя не уважают, поэтому кидаются, ах, и туда. А если копнешь, у нас таких ах, знаете, сколько? И на них просто никто внимания не обращает. А это должны чиновники, ответственные за ту же самую медицину, за культуру и прочее. Чиновники должны это. Но, к сожалению, у нас чиновники не всегда соответствуют тому положению, которое они занимают. Во-первых, своих, а во-вторых, кто-то хорошо сказал, что у нас некрофильское государство. У нас очень любят мертвых людей. Когда человек живой, если он чуть-чуть инакомыслящий, а любой человек умный, он не может быть умный человек не инакомыслящим, он не может не критически относиться, иначе он не умный. Мыслить шаблонно, он не может. А если ты не инакомыслящий, если ты в чем-то критикуешь власть, значит тебе надо ставить палки в колеса, тебе нельзя выделять деньги, тебе нельзя давать должности, тебе не нужно везде мешать, тебя критиковать, дискредитировать тебя, всем натравливать против тебя. А когда ты умрешь, герой, мы с ним дружили, он был хороший, мы ему помогали. Все верно, я с этим полностью согласен. Это выражение я слышал неоднократно. Да, и если взять тех же, до выдающихся деятелей, понимаете, взять у нас, того же, скажем, кого? Есенина, сколько третировали Есенина, потом великий поэт. Того же Лермонтова угробили человека, сослали, вы представляете, аристократ. Аристократ, балованный, я согласен. Но человек, талантливейший человек, никто с ним, как говорится, по-современному не работал и прочее. Где-то что-то он там написал, какая-то дуэль была, мало ли у кого была дуэль. И этого человека, интеллигента до мозга костей, его берут за шиворот и кидают на Кавказ в войну, в казарму.
вот в это вот, так сказать, сообщество офицеров, которые достойные люди в своей области, но в качестве окружения для, может быть, рафинированного интеллигента, они, конечно, не подходили. То есть последние остатки жизни, это его судороги, это вот что такое. И вот поэтому кидался туда-сюда. А потом, да, потом великий поэт, русский поэт. Все его места увековечены. Маяковского тоже перед Тоже самоубийством самый травля была по Маяковский. всем СМИ, его Да, творчество. да. Вот у нас такая еще проблема, есть опасное производство. За полгода Фонд социального страхования опубликовал статистику: в Мордовии 23 смерти из-за производственного травматизма. Опасные производства до сих пор находятся и в центрах, и Саранска, и Рузаевке. И вот раньше, в начале 90-х, 250 тысяч тонн загрязняющих веществ в Мордовии. Сейчас где-то около 30 тысяч тонн. И радиационно опасный объект есть в Саранске. И Лисма Биохимик, стекольный завод Рузаевский, и оптоволоконная система расширяют производство. Но Мордовпроднадзор говорит, что нет там опасности, все мониторят, очищают. За экологию можно быть спокойным. Можем ли мы доверять чиновникам? Ведь они хотят всего лишь увеличить рабочие места любой ценой. И, я думаю, закрывают глаза. Ну, здесь как раз... И влияет ли да. это на раковые заболевания? В какой мере эти выбросы влияют на раковые заболевания? Наверное, как-то влияют. Но я просто хотел сказать, что в Мордовии, опять-таки, промышленность, она не достигла такого уровня, чтобы сравнить с некоторыми городами, загрязненными в нашей стране, в которых действительно проживание очень тяжелое. Магнитогорск, скажем, на Урале, или вот Дзержинск, Нижегородская область, все города, которые я знаю, я видел. Вот это что-то ужасное. В Саранске все-таки и дышится легче, и город, и воздух почище и так далее. Ну, конечно, проблемы есть свои. Свои проблемы есть. А то, что любая промышленность, она всегда в какой-то мере отрицательно влияет на окружающую природу, это мы знаем. Но есть и улучшения. Например, я помню, вот в 70-е годы, 60-е годы невозможно. У меня корни в Вольск-Березняковском районе, в селе Найман, и там просто невозможно было находиться, потому что вот эти выбросы с Алексеевского цементного завода покрывали все леса. Там ни фильтров не было, ничего. И там по лесу невозможно было ходить, пройтись, весь в этой пыли находился. А это десятки тысяч людей дышали вот этой пылью в окружении этого завода. Сейчас стало гораздо лучше в этом отношении. Может быть, завод меньше работает, производит пыли, не знаю, но лучше стало. То есть есть и отрицательные моменты, но есть и положительные. Я бы вот так ответил. Теперь вот покритикуем Министерство чрезвычайной ситуации. Значит, у нас регулярно в Мордовии смерчи проходят, но вот почему-то МЧС не подготовил Рузаевский химический завод к тому, чтобы встретить эту рядовую ситуацию. 28 июня над Рузаевским химическим заводом прошел смерч, сорвал крышу, разметал обшивки стен, затопил весь цех. А если бы там были химически опасные вещества, эти бы они по Рузаевке разметались, сколько бы там тысяч человек умерло бы. В Лисме загорелся вакуумный насос 24 июля, тоже еле потушили. Насколько вот мы можем доверять вот такому качеству работы? И это тоже ведь, вот эти ЧП, они влияют на увеличение заболеваемости? Влияют, конечно. Я в начале своей служебной деятельности, рабочей деятельности, я 4 года работал инженером на литейном заводе. Как вы знаете, металлургическое производство – это одно из самых травмоопасных. И у нас были случаи травматизма и так далее. Ну, что делать? Если есть производство, значит, травмы будут. От этого никуда не денешься. Другое дело, чтобы их было меньше, чтобы следили за этим. Есть инженеры по технике безопасности и прочее, прочее. И не всегда инженеры, не всегда руководители виноваты. Иногда и сами рабочие, что грешить, там, не выполняют требований. Например, вот там было требование, я работал, там, например, требование было на обрубном участке или там работать в масках, которые предохраняют вот легкие, там же вот эта пыль и прочее. Многие не выполняли этого требования вообще. Говорят, неудобно в маске, без маски удобнее. А то, что через 2 года или 3 получит силикоз, он об этом просто не думал. Но это уже и сами рабочие тут виноваты. Все-таки человек, взрослый человек, он должен понимать, никто за ним в качестве, так сказать, воспитателя ходить не будет. Он сам должен следить за своим здоровьем и сам должен быть самодостаточным в этом плане.
Я считаю, что вот у нас следующая новость раскрывает такую выход из положения, как откуда можно привлекать людей для того, чтобы улучшать ситуацию. Потому что врачей недостаток для того, чтобы с каждым больным возиться, грубо говоря. Вот у нас есть добровольцы и альтернативная гражданская служба. Вот, допустим, пожары. Уже 57 пожаров самостоятельно потушили добровольные пожарники. 4227 человек в Мордовии сами тушат уже. А есть еще альтернативная гражданская служба. Вот у нас по итогам весеннего призыва более 1000 человек пошли. Танки, артиллерия, летчики, десантники. А в альтернативную службу только 2 человека. Вот я считаю, что надо за несколько лет, хотя я знаю, что вы сторонник призывной армии и вот этого, что это нужно традицию сохранять и поддерживать. Вот как вы относитесь к такой идее, чтобы за несколько лет привести к тому, чтобы подавляющее большинство в Мордовии призывников шли в альтернативную гражданскую службу? Потому что у них соседи умирают от рака, от сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас пока не время летать, там, кататься на бронетранспортерах. И это может привести к тому, что около 4000 человек будут работать призывников в мордовских больницах. Сразу у нас здравоохранение поднимется. Альтернативная служба, она была введена именно потому, что некоторые люди, мужчины в данном случае, они просто не способны быть квалифицированно служить в армии, быть солдатом, офицером, сержантом. Просто некоторые в силу своей организации, в силу особенностей организма, здоровья. Ну, типа Лермонтова. Вот такие люди. Вот Лермонтов, кстати, это был человек, который, как офицер, он был прекрасен. Это был храбрый офицер. Ну и к чему это привело? Нет, но вот такие люди, я имею в виду, они... вот он, да. это был храбрый офицер, и свои обязанности офицера он выполнял просто великолепно. Его несколько раз представляли к наградам, но царь лично вычеркивал его из этих наградных. За слова его, да? Вот, ну, и тут и только за слова, там и погиб поэт, невольник чести, вы знаете, а вы надменные потомки, там, известной подлостью прославленных отцов, пятой рабскую поправшие обломки, игрой счастья родов. Отвергнутых родов, как так. Ну вот, чем, короче говоря, там у него еще была дуэль, но от него просто избавились, отделались. И офицером он был прекрасным. А погиб он на дуэли. Говорит, что убило его государство, в какой-то мере правильно. Потому что его поставили в такие условия, когда он начал кидаться и вот просто нарываться на смерть. Вот поэтому есть такой тип людей, который знает, что если он пойдет в такую среду, наверняка он с кем-то поссорится, то он умрет. И они, это хорошо, что они идут в больницы. Вот я это как раз имел в виду, что если человек не может по своим качествам служить в армии, то лучше, конечно, давать ему возможность альтернативной службы. Для этого она и была введена. Вернее, это же не позорно. Помогать больным дедушкам, бабушкам. Нет, конечно. Это же тоже мужские качества. Нет. Но опять-таки я хочу сказать, что здесь проблему, этот факт такой, альтернативную службу не решит. 4000 человек ежегодно будут работать в больницах. Ну если будут, дай им бог. Нет, если вот они пойдут, 4000 человек. А в армию не пойдут, в армию не пойдут. Потому что нет, но если на нас никто не хочет напасть. Но если они по желанию пойдут, да ради бога, пусть идут и служат. Но я все-таки считаю, что в армию тоже. А вы считаете, что на нас какая-то страна в ближайшие лет 10 хочет напасть? Ну, напасть-то, может, кто-то и хочет. Но опять-таки, я вам скажу, это связано с очень большим риском. Поэтому ни одна страна, которая по своему потенциалу могла быть для нас серьезным противником, она не нападет. Поскольку там все-таки демократические выборы в основном идут. И к власти приходят может напасть, конечно. здравомыслящие люди и прочее. Кто может напасть? Может напасть террористическая организация. Вот она может напасть. А с ней не армия борется, а ФСБ. А ФСБ это не призывники. Нет, ФСБ это службы, они самостоятельно с этим не справятся. Вот эти спецслужбы, я вам сразу скажу, за всю историю России, они что делали? Они могли следить, портить жизнь нормальным людям, типа Лермонтова, понимаете, выдающимся людям. Это они могли сделать. Охранка террористической организации создавала. Вот, но они никогда не предохраняли государство от распада, от гибели и так далее. Потому что они не могут созидать, они только разрушают эти спецслужбы. Вот это надо понимать прекрасно. И если будет как что-то серьезное, а в России всегда, если серьезное, то решал в войне народ.
решал. Если народ не пойдет на войну, как в 17 году, он не пойдет на войну. А если пойдет на войну, как в 41-м, значит, он пойдет на войну. Все зависит от разных причин. Вот. Да. Ну, альтернативные службы, если они по желанию пойдут, да ради бога, идите. Вот смотрите, знаете ли вы, на этот вопрос мне все отвечают нет, что-то о захоронении боевого химического оружия в Мордовии? Кое-что знаю. Ну тогда не говорите, сейчас вы прокомментируете. Вот Лев Александрович Федоров посвятил несколько десятилетий последней жизни, он недавно умер, тому, что обнаружил более 500 захоронений боевого биологического и химического оружия в Советском Союзе. И вот выяснилось, опубликовал документ из Государственного архива, и вот газета, с которой вы судились, опубликовала интервью с ним в 2001 году. И захоронено под военным складом 62. Две версии. Наша военная база в Саранске называлась военный склад 62. И там вот летом был 3 склада сгорело и дым черный до небес. Но, скорее всего, это находилось... где у базы вот бывшего артполка, да? Да. Это как раз тоже называлось военный склад 62. Но, возможно, склады были по всей Мордовии. И вот в ходе интервью выяснилось, что, скорее всего, это было в центре Рамаданова, станция Красный узел. Там было как минимум 4 склада длиной 150 метров, недалеко от нынешней нефтебазы, за железнодорожным переездом. Там недавно мусорный полигон горел. Если бы он сгорел, он мог сдетонировать это подземное захоронение, фосгена и иприта, самое страшное химическое оружие. Потом нефтебаза может взорваться. И недавно реконструировали парк. Зачем реконструировать, если у вас такая в центре Рамаданова помойка, которая может уничтожить десятки тысяч рамадановцев? Как вы относитесь к тому, чтобы удостовериться, там ли, достать, вывести на полигон, тем более Международная организация по борьбе с химическим оружием до конца этого года нам еще выделяет деньги международные на уничтожение всего оружия. Только за. Что я хочу сказать? Когда была гонка вооружения, а в нашей стране, начиная с первой пятилетки, была натуральная гонка вооружений. С 28 года готовились к мировой революции, создавали армию, оснащенную последним словом науки и техники, клепали заводы тяжелой промышленности и химические заводы и прочее, прочее. Естественно, все это отражалось на экологии, естественно, проводились учения, и бессистемные захоронения шли по всей стране. Это не только в Мордовии, и, может быть, в Мордовии меньше, чем где-то в других местах. Это вот взять, опять-таки, тот Дзержинск, я просто знаю, я там был. Учился я 5 лет в Нижнем Новгороде, в Политехническом институте, и неоднократно был в Дзержинске, и там в окрестностях, там есть озера, где не только там рыба не водится, там, извините, там вообще черт тебя знает что. Сливали туда, да? Сливали туда, и до сих пор это остается, люди ходят, дышат там и прочее. Рыбу прочее. ловят там. Ну, рыбы там нет. Хотя где-то и ловят, может быть, и все. Вот, поэтому то, что надо, это захоронение, вот эти, это очевидно. Их надо доставать и утилизировать. Ну, в отношении Мордовии, опять-таки, хочу сказать, что есть очень большая вероятность того, что вот недалеко от Сарова, на территории Мордовского государственного заповедника, такие захоронения есть. Ядерные отходы какие-то. Правильно. Да. Там же первую атомную бомбу там сделали. Значит, раз сделали, значит, там были отходы, ядерные отходы. Куда их дели? Значит, куда-то их дели. Куда? Далеко? В Китай отвезли? Нет. Значит, там же где-то и захоронили. Не утилизировали, просто бросали, прикапывали. Да, бросали и все. Дальше. Я знаю, что вот во время войны происходили в окрестностях Саранска учения и химический батальон с применением химического оружия. Поподробнее. Это вот где светотехника, где сейчас вот там Пензятка, туда, в тех районах. Что там, значит, осталось ли там что-нибудь, не утилизировали или не утилизировали, я не знаю. Но я знаю, что учения такие проводились и применяли. Но тогда это было никогда не утилизировали. Тогда как это упало, было далеко за городом. Это потом светотехнику стали вводить и так далее. Тогда это было далеко за городом, и казалось, что у черта на куличках. Вот в какой мере там что-то осталось, я просто ничего не могу сказать. Это вы где прочитали про учения эти? Это я в архивах работал. В архивах работал. Я написал вполне приличную работу Мордовии в годы Второй мировой войны. Там, правда, я этого не указал. Работа привлекла, кстати, внимание не только отечественных, но и зарубежных ученых. Она была переведена на английский язык, издана в Соединенных Штатах. Вот, в журнале
который финансируется правительством Соединенных Штатов и Великобритании. То есть к ней отнеслись самым серьезным образом к этой работе. Вот. А деньги на русское издание выделило правительство Мордовии. Тогда это было еще в 2008 году выделило. Хорошо, Но, хоть тогда вам правда, выделяли мелкие деньги. чиновники там пытались мешать. С какой целью, я не знаю. Потом эти мелкие чиновники пошли на повышение. Вот. Ну, это так, между прочим. Да. В отношении Рамаданова ничего не могу сказать. Я просто не знаю, есть ли там такие склады или нет. Но, В конце 20-х он уже был снесен, а это под землей осталось. Не знаю, может быть. Дело в том, что очень часто на узловых станциях, а у нас Рамаданов узловая станция, Архангельская, Голицыно и Рузаевка, на узловых станциях, когда вот иногда бывали, возникала необходимость, просто сбросы делали, в том числе каких-то вредных веществ и так далее. Вот такие случаи бывали. Но вообще, я говорю, я не знаю конкретно, где, когда и что. Поэтому в этом отношении я ничего не могу сказать. Вот, телезрители, какой у нас источник информации важнейший. А так бы мы никогда не узнали вот эти факты. Чернобыль, как вам кажется, как отразился на раковые заболевания в Мордовии? Ну, есть официальные данные, что радиоактивные осадки, облака достигали Мордовии, и радиоактивные осадки были вот в районе Елги, в частности, и в других местах. И, по-моему, даже в этих местах жители получали какую-то компенсацию. Я вот слышал об этом, что компенсация была об этом. То есть, они достигали не только Мордовии, они ведь пошли на Европу. Чернобыль — это была крупнейшая авария за всю историю человечества, радиоактивная авария. Фукусима рядом не стояла. Вот недавно у нас выяснилось, что небольшой ядерный взрыв произошел под Северодвинском. Испытание крылатой ракеты «Буревестник», который 1 марта 2018 года облетала Южную Америку и летела на западное побережье США, чтобы уничтожить десятки миллионов американцев. И Федеральное собрание аплодировало. А оказывается, умерли не американцы, а жители России, 5 человек, в том числе уроженец Темниковского района Сергей Евгеньевич Пичугин. Превышение в десятки раз кратковременно. Врач заражен, облучен. Это как раз вот специалисты из Сарова. Они были. Да, Сарова. Вот это такие выбросы радиации. Да. Ну, если идет испытание какого-то оружия, то всегда бывают. Не всегда, но достаточно часто бывают какие-то нестыковки, бывают, естественно, взрывы. Вот. И бывают такие страшные вещи, как И засекречивают их. лодка Курск, помните? Да. Комсомолец. Вот еще ядерная была катастрофа под Челябинском, ее мало кто знает. По Челябинском там тоже взрыв произошел. Это было где-то в 50-е годы под Челябинском. Это тоже позднее уже стали открывать эти вещи. К сожалению, такие вещи бывают. А еще где Ельцин руководил регионом Свердловском, там была сибирская язва, сибирская язвовая эпидемия. Это был взрыв завода по производству биологического оружия. И Ельцин все это покрыл. Поэтому его повысили потом, потому что он все засекретил. Это была крупнейшая биологическая катастрофа за всю историю человечества тоже. И тоже там десятки тысяч умерли. Ну, может быть, но я не думаю, чтобы его повысили именно за это. Потому что это же пришел, когда Горбачев, он начал вообще обновлять Политбюро и брать активных деятелей, опять тавтология получается, руководителей страны. Он там сменил большую часть первого секретаря обкома, и вот Ельцин тогда туда попал. Вот. Я не думаю, что за то, что он скрыл это дело. Я в Свердловске в 69 году 3 месяца работал на Уралмаше, когда вот учился в Нижнем Новгороде, мы там практику проходили. Вот. Про это я ничего не слышал, но Ельцин тогда уже был. И был, кстати, домик Ипатьева. Еще был. Мы его ходили его смотреть с приятелем, но потом Ельцин приказал его снести. Да. И последняя новость. Мы берем для Мордовии примеры из сказочных стран. Вот, в частности, я считаю, что надо брать пример из Скандинавии по вопросу обнародования общественно значимой информации, раскрытию. И по Чернобылю мы узнали только из средств массовой информации скандинавских стран и бюджетных организаций. Власть обращались в Советский Союз, и все мировые СМИ узнали из того, что детекторы скандинавские обнаружили. И этим летом тоже норвежская экспедиция подплыла
к атомной подводной лодке комсомольца, о которой вы говорили, и обнаружила до сих пор превышение уровня радиации в 100 тысяч раз. Может, нам тоже не скрывать от нашего народа эту важную информацию? Скрывать, конечно, нельзя. Но у нас уже так традиция. Наши руководители считают, что наш народ до правды еще не дорос. Поэтому в основном надо вешать лапшу на уши. Вот. И говорить о том, что только хорошо, везде сплошные победы и так далее. А то он расстроится. А то расстроится, да. Нет, действительно, это на психику оказывает негативное воздействие, это правильно. Вот все-таки... Ложь во спасение такая у нас. Ну, немножко, да. Но вы же видите, вот последние годы все-таки дается информация. Там наводнение, тут пожар, там... Вот Путин сообщил через 11 дней, что никакого превышения фона не было во время взрыва. А это он обманул. Ничего не могу сказать, я там не был, не измерял. Но я думаю, норвежцам врать тоже особо-то у них Не резон. не резон, да. А что касается говорить правду, я все-таки за то, что народу надо говорить правду. Какая бы она ни была. Да, пока молодой, может, не готов, но со временем повзрослеет и начнет уже сам принимать решения. Тогда и общественная значимость его повысится, и тогда он уже будет более, ну, как сказать, реально оценивать своих руководителей, а не просто. А сейчас ведь у нас вот действительно, вы знаете, общество, вот что там происходит, и всем наплевать на то, что где происходит, куда происходит. Сразу зачем. видно, что ученый любит истину, не боится истины. Владимир Кузьмич Абрамов. Спасибо вам большое. Ну, спасибо вам.